Доброе утро, республика! Все, кто встречает это утро вместе с нами с новым днем на телеканале НВК Саха. Хочется пожелать сегодня отличного настроения. По календарю сегодня 31 июля, день недели среда, последний уходящий день июля. Можно почти распрощаться с летом, хотя впереди еще календарный август, но он обещает быть немного прохладным, нежели чем вот такой жаркий июль, который, например, был в Якутске и близлежащих улусах. Кстати, 31 июля – это 212-й день года. До Нового года остается 153 дня. Если немножко посмотреть в историю, то в 2006 году появилась банкнота номиналом 5000 рублей. Прошло всего буквально 13 лет, а 5000-я банкнота является одной из самых популярных банкнот в обиходе. Ее и подделывают чаще, и пользуются чаще. Вообще интересный платежный инструмент. Давайте перейдем теперь к погоде и узнаем от наших синоптиков, какая температура будет в районах и в республике, и в городе Якутске. Сегодня, по данным Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в центральных улусах утром от плюс 10 до плюс 15, днем плюс 20, плюс 22, в Заречье плюс 9, плюс 16, утром, днем плюс 20, плюс 22, на юге плюс 15, плюс 16, утром, днем плюс 21, плюс 24, в Вилюйских улусах плюс 5, плюс 14, утром, днем плюс 19, плюс 21, в Нижнеленских улусах плюс 10, плюс 12, днем плюс 16, плюс 19, на западе плюс 7, плюс 16, днем плюс 19, плюс 24. В Колыму-Индигирских улусах плюс 1, плюс 8 утром, днем плюс 4, плюс 10. В Янских улусах плюс 4, плюс 9 утром, днем плюс 6, плюс 13. На северо-западе плюс 5, плюс 7 утром, днем плюс 6, плюс 16. В Якутске в 6 утра температура воздуха бодрящая. Плюс 8 градусов, атмосферное давление 748 мм ртутного столба. Ветер дует северный, 3,8 метров в секунду. Днем же ожидается комфортная температура плюс 21, плюс 23. Хотя вроде бы так на меня посмотришь, стою тут такой в рубашке с коротким рукавом, и вроде бы как жарко, но на самом деле это далеко не так, и чувствуется такой ветерок северный поддувает. Так что если вы сейчас уже одеваетесь, оденьте какую-нибудь ветровку, и будет вам тогда комфортно. Ну а сейчас хочется передать слово информационной службе нашего канала. Новости. В эфире новости. В студии работает Ольга Башук. Здравствуйте. Минздрав России предложил поощрять премиями врачей за обнаружение рака во время диспансеризации или профилактического осмотра. За каждый подтвержденный случай заболеваний средств территориального фонда обязательного медицинского страхования предлагается выплачивать 1000 рублей. Реализовать предложение планируется в 2020 году. Первую сваю кардиоцентра в Якутске забьют на следующей неделе. Финансирование строительства второй очереди кардиососудистого центра составит более 4,5 миллиардов рублей. Объект построят на 4-м километре Сергелявского шоссе. На запланированном участке сейчас проходят работы по сносу 3 аварийных домов. Кардиоцентр будет представлять из себя 8-этажное здание на 150 коек, соединенное с переходом с консультативно-диагностическим центром. Это программа, принято решение по выделению 4,5 миллиардов рублей на подкомиссии под председательством полпреда и вице-премьера правительства Российской Федерации Юрия Петровича Трутнева. Это событие состоялось у нас в марте месяце. В марте месяце было принято решение. Республика добивалась и на протяжении уже 5 лет предоставления этих средств. И вот, наконец, в этом году планомерный диалог и аргументация привели к радостному для жителей нашей республики результату. Нам были выделены эти средства. Отмечу, что под расселение попали 3 жилых дома, в которых проживали 59 семей. Собственникам квартир предоставили компенсацию за изымаемые квартиры, исходя из среднерыночной стоимости жилья по Якутску. Граждане, проживающие по договорам социального найма, также получили жилые помещения. Переселение у нас в эти дни шли очень быстро, получили все ключи.
и уже переехали. Здесь сейчас никого нету в этих домах. И очень мы благодарны руководству правительства. Общая численность безработных республики по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 500 человек и составила 34 тысячи. Между тем, показатель предлагаемых вакансий увеличился на 3 тысячи до 13 700 предложений. Наиболее востребованными остаются технические специальности, такие как водитель, машинист и экскаваторщик. Но население изъявляет желание больше работать в бюджетной сфере. Что касается трудоустройства в районах, то в прошлом году начали реализовывать новый проект «Занятость на селе». После успешных показателей в Намском проект распространили в Хангаласском, Горном и Оленёкском районах. В рамках вот этого проекта мы должны реализовать множество всяких проектов по линии Министерства ЖКХ, Министерства труда по социальным контрактам, Министерства предпринимательства и, конечно, Госкомзанятости. Должны создать порядка 167 рабочих мест и обеспечить трудовой занятостью местное население на селе. Якутия стала регионом-лидером по количеству выпущенных фильмов. С начала этого года в прокат вышли 4 фильма. Комедия «Агент Мамба», комедийная драма «Надо мной солнце не садится», фильм ужасов «Кюлюк Хумус» и сказка «Бэйби Рикен». Общие сборы составили около 40 миллионов рублей. Фильм «Надо мной солнце не садится» получил множество наград на международных кинофестивалях и свыше 10 миллионов кассовых сборов. Якутские кинопроизводители признаются, комедия – самый успешный жанр в коммерческом плане. Так, фильм «Агент Мамба» побил предыдущий рекорд по сборам для якутского кино – свыше 15 миллионов рублей. Эта картина на сегодня является самой кассовой за всю историю якутского кинематографа. Отмечу, что для дальнейшего развития киноиндустрии глава республики Айсен Николаев ежегодно намерен выделять не менее 80 миллионов рублей. Зритель, наш народ любит свое кино, этим, скорее всего, это все в основном и обусловлено. Конкурировать с западными производителями, во-первых, нам нужно очень серьезно поработать над нашей материально-технической базой, то есть мы должны улучшить качество производства нашего контента. Обязательно нужно уклон сделать на наш постпродакшн, то есть когда компьютерная графика, эффекты добавляются в кино. Здесь у нас пока что довольно слабая сторона. Если якутское кино вообще в целом своим сюжетом берет многие фестивали и так далее, но по качеству действительно нам еще нужно поработать. Таковы были новости к этому часу. Мы продолжаем следить за развитием событий и до встречи в эфире. Спасибо большое, коллеги. Мы продолжаем наш эфир нового дня. Выходим мы сегодня с площади Дружбы народов в городе Якутске. И продолжаем мы интересным сюжетом, который будет связан с музыкой. Ведь музыка – это целый мир, это уникальная форма искусства, которая доступна всем без исключения. Ее понимают даже младенцы, ведь музыка – это чувство, это эмоции. О том, как заниматься с музыкой с детьми, как они ее понимают, в нашем следующем сюжете. Спокойная и тихая мелодия расслабляет, ритмическая поднимает настроение, наполняет энергией. Согласно исследованиям, звуки музыки человеческий мозг воспринимает двумя полушариями одновременно, что оказывает позитивное влияние на мыслительные процессы. Во-первых, это влияет на речь. А у нас очень много детей, которые сейчас с запоздалым развитием речи. То есть они позже начинают говорить, позже начинают произносить какие-то определенные звуки, и музыка им в этом очень помогает. Потому что есть определенные песенки именно на звуки определенные, логаритмика. И с помощью ритма они тоже усваивают, как говорить, с какой скоростью, монотонно, интонацию. Все это очень влияет. Дома можно даже песенку взять и совместить с рисованием. Включить песенку с определенной темой, и чтобы он нарисовал рисунок, о чем песня. Например, песня об акуленке и его семье. И он рисует маму, папу, о чем там поется. И ребеночка. Да, такие тематические можно проводить занятия. В Республиканском реабилитационном центре для детей с ограничениями здоровья занятия музыкой – обязательная программа. В течение всего курса ежедневно малыши посещают музыкальный класс. Моему ребенку очень нравится занятие с музыкой, потому что она начинает лучше воспринимает звуки, и после занятий у нее речь более внятная становится. Дома, она любит
под музыку танцевать. Вот. Неудивительно, что из глубокой древности к нам пришли мелодичные колыбельные. Матери на подсознательном уровне ощущали, что музыка детям не только помогает уснуть, но и способствует развитию малышей. Еще можно наполнять разные предметы разной крупой или чем-нибудь еще, бусинками, да, чтобы звук отличался. Это вот для раннего возраста. И для деток постарше вот песенки включаем именно танцевальные и с текстом незамысловатым, потому что сложно усвоить сразу какой-то литературный текст и такие простые, например, гуси-гуси, га-га-га, вот такого что-то плана, чтобы он повторял. Главное не принуждать. Главное, вот не хочет это ребенок делать, да? Найдите другой подход, чтобы он это сделал. Все так хитренько надо продумать, потому что можно вообще играть, а на самом деле ребенок все это время воспринимает музыку, песенки, да, и занимается, но он об этом не знает. Музыка – врожденная потребность человека, которая позитивно влияет на его эмоции с самого детства. Обязательно приобщайте вашего ребенка к музыке. Она не только пригодится ему в жизни, но и поможет ему развиваться. Мария Павлова, Евгений Рязанский. Новый день. Наблюдаю сейчас, как люди неспешно отправляются на работу. Для них, наверное, пару секунд роли не сыграют в том, как они будут идти на свою, надеюсь, любимую работу. А вот для людей, о которых пойдет речь в нашем следующем сюжете, каждая секунда на вес золота. Речь пойдет о покорителях небес, потому что буквально на днях отметили День парашютиста. В честь этого праздника Федерация парашютного спорта Якутии организовала выставку и показательные прыжки. Тему продолжит Наталья Колесова. С их появлением в начале 40-х за пару лет превратились в массовый вид спорта. Началось все с первого прыжка 26 июля 1930 года. Эта дата и считается Днем парашютиста. В этот день Федерация парашютного спорта Якутии организовала праздничное мероприятие. Сегодня наша Федерация парашютного спорта, приурочив к празднику Дню парашютистов, организовала выставку для того, чтобы больше осветить нашу деятельность, дать информацию заинтересованным лицам, что есть такой парашютный спорт, что существует федерация, чем занимается федерация, какие есть прелести в занятиях именно этим спортом. Сегодня можно уже с уверенностью сказать, что люди интересуются. У молодежи здоровый, большой интерес к этому виду спорта. Приходит очень много людей. Причем приходят даже люди не молодого возраста, которые хотят попробовать себя, испытать какие-то новые ощущения. Ну и сейчас стало это более доступно, чем было раньше. Поэтому охват населения каждым годом растет. Один раз прыгнуть и влюбиться навсегда. Кто однажды пришел в парашютный спорт, это уже на всю жизнь, признаются сами парашютисты. Ну, это очень интересный вид спорта. Если человек, который начал прыгать, выполнять парашютные прыжки, хоть немножко втянулся в это на всю жизнь. И вот сейчас вот здесь вот видно, что пришло много тех старых парашютистов, которые в свое время в этом клубе прыгали. По фотографиям они у нас здесь везде есть. Они не забывают парашютный спорт, они всегда его отмечают, прыжки с парашютом. Многие парашютисты в прошлом году вернулись, вот старые парашютисты тоже, которые уходили, по 20 лет не прыгали, вернулись обратно в парашютный спорт. Сейчас будут выполнять некоторые из них парашютные прыжки как раз туда, на площадку. Миг настал, самолет взмывает в небо, а сердца парашютистов замирают. Как единое целое, команда выпрыгивает в бездну. Под ногами 1500 метров. Для спортсменов страх позади. Только чувство наслаждения полетом. Мечтающие подняться высоко в небо и парить смогут приблизиться к мечте, посетив выставку, приуроченную ко Дню парашютного спорта. Наталья Колесова, Евгений Рязанский. Новый день. Алданские спасатели провели соревнования по сдаче спортивных нормативов. Один из элементов – это форсирование башни. 4 этажа, которые нужно преодолеть максимум за 20 секунд. За действием наблюдали наши корреспонденты.
20 секунд на штурм башни тренажера эквивалента 4-этажного дома. Такова задача перед бойцами МЧС и пожарных частей. Спортивный норматив для спасателей, от которого порой зависит жизнь человека. Главное все-таки результат, потому что от минимизированного количества времени зависит исход в целом всего. Как в тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, спасении людей, материальных средств. Ребята взбираются на башню молниеносно. Не успеваешь зафиксировать их передвижение по вертикали. Однако сами бойцы недовольны первыми попытками. Каждое лишнее движение – это потерянное время. Рекорд мира 12:56 секунд, так для справки. Здесь такие, скажем, условия, развитый спорт больше в таких больших городах. У нас, как гарнизон, да, тоже свое проводим, стараются, все ребята молодцы, тоже тренируются, каждый день сюда ходят. Ну, скажем так, здесь показывать надо уровень такой, что между собой борются ребята. Они все молодцы, тренируются. Маленько другое ПТВ все равно, оно по весу отличается, допустим, боевая лестница, она весит 13 килограмм, а спортивная 8,5. Посмотреть на тренировки и работу спасателей пришли дети. И, конечно же, основное внимание с их стороны к технике. А чтобы не было скучно, спасатели устроили экскурсантам небольшой летний душ, что было воспринято на ура. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Вот говорят, когда ты находишься в цветнике, это обычно, когда тебя окружают женщины. А сейчас мы действительно в прямом смысле находимся в цветнике. Вокруг красота, вкусный запах. Так что приходите на площадь Дружбы народов в Якутске, отдыхайте, наслаждайтесь этой красотой, пока есть такая возможность. Вне конкуренции острова на реке Лена, они очень интересны, особенно в районе города Ленска. Дикие песчаные пляжи, красивые виды природы, полноводная река не оставляют равнодушными никого, хотя хоть кто-нибудь раз побывал там. На что оставляют после себя отдыхающие на природе? Ну, мы часто это видим, это и мусор, и правила поведения, к глубокому сожалению, не все соблюдают. Подробности в нашем следующем сюжете. И Пхукет отдыхают по сравнению с северными красотами Ленских островов. Те, кто не уехал в теплые страны или к российскому берегу Черного моря, отдыхают здесь. Песчаный пляж в районе Первого острова – одно из излюбленных мест отдыха ленчан, находящееся вблизи города. Здесь движение практически круглосуточно. Те, у кого нет машин, переходят речку Мухтуйку, разделяющую пляж от города, вброд. Это, конечно, не all-inclusive, но для тех, кто комфорту предпочитает лоно природы, отличная альтернатива. Была бы еще температура воды повыше, но северные люди привыкли к суровым условиям с детства, поэтому на Ленских островах отдыхают все, от мала до велика. Отдыхающих много и часто остается мусор. Даже если складывают в пакет, пакеты оставляют на пляже. Ну, а так в общем-то, все здорово здесь, не нужно этого портить. Но как следствие, люди наносят урон природе, конечно, не все. Наши респонденты оказались предусмотрительны на этот случай. Мусор в пакетик, багажник и на помоечку. Но некоторые отдыхающие дикарями порой себя и ведут соответствующим образом. Но для регулирования этого вопроса имеется надзорная инстанция. Сотрудники природоохраны проводят рейды на акватории реки Лена и других малых речках на предмет нарушения природоохранного законодательства. За оставление мусора, за захламление, получается, идут штрафные санкции по статье 8.2 Кодекса административных правонарушений на физических лиц от 500 до 3000 рублей. А за мытье машины на береговой зоне от 500 рублей до 1500 рублей. Еще одна актуальная проблема в летний период связана с отдыхом на природных пляжах Ленских островов. Отдыхающие, прибывающие на машинах, зачастую возвращаются в город в нетрезвом состоянии. Большинство административных правонарушений состояние алкогольного опьянения выявляется, конечно, в летний период времени, такие сезоны, когда люди отогревают свои данные транспортные средства после зимнего периода времени и управляют ими. В основном выявляется, конечно, это состояние алкогольного опьянения на дачах, так как там управляют данным транспортным средством. Ну, не только на даче, конечно, и пляжи. Поэтому в соответствии с приказом министра МВД Республики и начальника Ленского ОВД в летний период сотрудники ГИБДД усиливают патрулирование. Также они выезжают по заявлениям от граждан. Поэтому, если вы заподозрили, что за рулем автомобиля нетрезвый водитель, смело звоните в госавтоинспекцию. Отдых не должен нести отягчающих обстоятельств. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.
В последнее время мы часто сталкиваемся с новостями в области газа. Вот буквально последний инцидент, который произошел в городе Якутске, в новостройке на улице Автодорожная, заставил поволноваться многих владельцев газовых плит и в целом газового оборудования. Что необходимо делать для того, чтобы избежать таких инцидентов, и каким образом необходимо проводить диагностику внутри домовых газовых сетей и оборудования, мы поговорим с гостем. Это Александр Чупров, начальник службы технического обслуживания газового оборудования УГРЭС Сахатранснефтегаза. Доброе утро. Ну, наверное, первый же вопрос связан с этим инцидентом, который произошел на Автодорожной. В чем была основная причина и каким образом себя обезопасить? По данному инциденту нами создана внутренняя комиссия и проводится служебное расследование по факту произошедшего. И, можно сказать, факт нарушения техники безопасности налицо. Безопасное использование и содержание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования – это обеспечение, аварийно-диспетчерское обеспечение, техническое обслуживание, техническое диагностирование в домах с истекшим сроком, а также ремонтные работы. А вот что такое техническое обслуживание? Техническое обслуживание – это ежегодные плановые работы. Согласно вот это постановление, там есть перечень работ минимальный. Мы ежегодно обходим своих абонентов и проверяем газоиспользующее оборудование, в каком оно состоянии, настройка его, а также устранение утечек газа, работоспособность вентканалов и так далее. А почему абонент должен обязательно заключать договор на техническое обслуживание? Без договора на техническое обслуживание невозможно заключить договор на поставку газа. То есть мы не можем запустить газ этому абоненту, потому что специализированные организации должны ежегодно проверять, обходить своих абонентов и проверять вообще, в каком состоянии находится их оборудование. Что входит в перечень оборудования газового? Я так понимаю, газовые плиты, а еще что? Сами газопроводы? Сами газопроводы, краны, подводки, да, и плиты, котлы. А вот, допустим, кто имеет право проводить эту диагностику? Обязательно ли это сотрудники Сахатранснефтегаза или могут быть какие-то подрядные организации, которым можно открывать дверь, потому что люди тоже сейчас настороженно к этому относятся? Тут важно не путать, да, техническая диагностика, в отличие от техобслуживания, это лицензируемый вид деятельности, это экспертные организации проводят работы по выявлению остаточного ресурса. То есть, насколько, если дом, допустим, отслужил где-то 30 и более лет, то надо провести диагностику. Это выявление остаточного ресурса. То есть, насколько еще годны газовое и газоиспользующее оборудование к использованию. А вот если абонент, допустим, уклоняется от того, чтобы заключить договор, не пускает к себе в квартиру, какие меры вы можете принять, вот как газоснабжающая организация? Законодательством предусмотрен этот пункт. Да. Если абонент уклоняется, да, не допускает к проведению техобслуживания 2 или более раз, да, мы будем вынуждены приостановить подачу газа. А также Госстройжилнадзор применяет административный штраф таким абонентам. А вот как часто проводится техническое обслуживание ВДГО? Техобслуживание ВДГО проводится ежегодно. То есть мы должны попасть именно, да, каждый год в те или иные квартиры, частные дома. Допустим, мы тем квартирам, кто не попали, мы совместно с управляющими компаниями проводим работы, чтобы найти этих абонентов и, соответственно, провести техобслуживание. Но вот сейчас вот в объявлениях многих, многоквартирных домах увидели объявление жильцы, что необходимо провести техническое обслуживание, диагностику ВДГО. Вот вы говорили, что это немножко разные вещи. Чем они вот отличаются непосредственно для жильцов? Вот если, допустим, не будет проведена техническая диагностика ВДГО, к чему это может привести? Несоблюдение вот этих пунктов постановления правительства, да, может привести к печальным последствиям. То есть при техдиагностике, где проводится в домах, да, это в основном старые дома, деревянный фонд. После проведения экспертными организациями вот этих работ мы обнаруживали в скрытых местах, да, коррозии газопровода. То есть мы видели, да, в каком оно состоянии находится. Мы заменили очень многое количество газовых оборудований, в том числе краны, подводки и так далее.
Вот как раз по кранам и подводкам. Допустим, я вижу, что да, вот у меня кран старый, еще там советских времен, к примеру, остался, и хочу его поменять. Нужно ли мне для этого какое-то разрешение получить, куда-то обращаться, или я ставлю просто сертифицированный там кран тот же самый и дальше спокойно эксплуатирую свою там газовую печь? Конечно, все газовые оборудования должны быть сертифицированы, да, и иметь соответствующие разрешения. Да. Самовольная замена вот этих оборудований не допускается. То есть мы ежегодно своих специалистов обучаем, проводим аттестацию, они должны устанавливать. То есть вот эти все замены, да, газовых оборудований и даже газоиспользующее оборудование должны делать специалисты, обученные и прошедшие аттестацию. А вот куда можно к вам, допустим, обратиться, по какому адресу, чтобы можно было это провести? Эти работы проводит обслуживающая организация. Если, допустим, у вас договор на техобслуживание с УГРы, Сахатранснефтегаза, то это надо обратиться в единое окно, либо можно подать заявление по телефону диспетчерскую СТГО по телефону 46 00 84. А допустим, вот касается ли это, к примеру, ну, старые трубы, они обычно идут через всю квартиру, иногда неудобно поставить мебель, к примеру. Вот если я хочу убрать эту трубу, тоже надо обращаться к вам? Это также, да, это услуга, тоже оказываемая нами. Это тоже надо подавать заявление в единое окно. Надо иметь паспорт, надо прийти с паспортом и документами на дом. Все, подать заявление. А в среднем, вот какой период ожидания вот проведения данных работ? По регламенту у нас 20 рабочих дней, но мы где-то проводим в течение недели, меняем. Спасибо большое, Александр, что вы подошли к нам. Хочется пожелать, чтобы все-таки таких инцидентов, которые происходили у нас на автодорожной улице, и до этого были новости по весне, было как можно меньше, и люди использовали наше газовое оборудование безопасно. Спасибо. Я напомню, что у нас сегодня был Александр Чупров, начальник службы технического обслуживания газового оборудования Сахатранснефтегаза. Если вдруг вы не успели послушать, о чем мы говорили, то повтор нашей программы будет в 8:30. Так что оставайтесь вместе с нами, телеканалом НВК Саха, программой «Новый день». Хочется всем пожелать отличной среды, 31 июля. Надеюсь, что погода будет этому благоволить, хотя в Якутске сейчас достаточно прохладно, всего плюс 10 градусов. Хорошего настроения, всем пока-пока.